Я очень люблю этот зеленый угол. А вообще там раньше был мусор. Вот помните видео, где лебеди чистили кабан? Перед чемпионатом мира в Казани открыли новую набережную на озере Кабан. Новое место отдыха горожан – это еще один плюс для имиджа города. Все сделано со вкусом и с помпезностью. Главное в этом проекте – это озеро, его благополучие, его будущее. Красоту лучше наблюдать с водной глади. Так мы и сделали. Но на середине озера изменили планы. Встретили тех самых лебедей, о которых говорила Наталья Фишман. Вот она, изнанка озера Кабан. В воде вдоль берега настоящая катастрофа. Гниет и отвратительно пахнет рыба. Берега усеяны мусором. Мы на Среднем Кабане, в районе теплоконтроля. Сюда явно не дойдет, но доплывет турист. Утки могут перенести инфекцию на новую набережную. Да и система Нижнего и Среднего озера – это единый водный сосуд. Неужели кто-то решил поставить подножку Натальи Фишман? Ведь официальное открытие набережной с салютом только в августе. Примерно 4 года назад. Тревогу первым забил Эмиль Нигматуллин. Он участник республиканского конкурса «Школьный экопатруль». Отправил фотографии. Горы мусора он обнаружил на прогулке с друзьями. Школьники решили сами убрать территорию. Мы брали весь берег Кабана, и до отсюда мы не дошли, потому что не хватило сил. И у нас набрался целый КАМАЗ мусора. И все равно становится грязно и грязнее. Кто выкидывает мусор? А вот тропа озера с дачного поселка Калиновский. Люди, которые возвращаются с дачных участков, либо идут на работу, в магазин, на остановку, они берут свой мусор. Видимо, у них контейнеров все-таки нет. Этот берег озера – излюбленное место отдыха жителей микрорайона. Ведь поблизости нет парков. Многие приходят сюда пожарить шашлыки и искупаться. Получается, между свалками отдыхают граждане. Да, вынуждены отдыхать. Ну, я думаю, это сами отдыхающие оставляют все-таки свой мусор. С просьбой помочь ликвидировать свалку Эмиль с мамой обратились к главе района. Ведь согласитесь, убирать мертвых кошек, шприцы и гниющий мусор – это не детское дело. Андрей Лобов ответил, что территория не входит в перечень объектов и финансовых средств на ее содержание не выделяется. Уборка производится в рамках субботников. А для ликвидации свалки нужен муниципальный контракт. Эта территория является природоохранной зоной, и она должна охраняться ежедневно и ежечасно. Поэтому нужно выделять на это деньги, нужно закрепить, возможно, за этой частью озера Кабан какую-то организацию. Активисты попросили у главы района также поставить шлагбаум, чтобы машины не заезжали к воде и водители не могли мыть их в озере. Глава ответил, бюджетом расходы на установку шлагбаума не предусмотрены. Сейчас путь машин к озеру преграждает обвалившееся дерево. Под ним проходят те, кто идет на озеро. Главное, чтобы оно не рухнуло и не случилась трагедия. На интерактивной карте свалок Общероссийского народного фронта размещена информация о 699 несанкционированных свалок. В среду к решению проблемы подключился Общероссийский народный фронт. Ведь это одна из 113 свалок, которая до сих пор не ликвидирована. На место пригласили представителей Министерства экологии и администрации района. Хотелось бы призвать всех граждан, чтобы они выкидывали мусор в контейнерные площадки, обратить внимание муниципальных органов в местах размещения таких свалок, уже устанавливать контейнерные площадки. Подрядная организация уже начала подготовительные работы по ликвидации свалки, заверил нас представитель администрации района. Данная свалка по улице Авангардной включена в первоочередной перечень на ликвидацию на летний период 2018 года. Министерство экологии вышло с предложением установить фотоловушки, чтобы ловить и наказывать тех, кто выкидывает мусор. Как оперативно теперь сработают службы, будет понятно уже скоро. Сергей Темляков, Роман Безменов, 7 дней.